Анну Михайловну Толстую, академика и Российской, и Сербской академии наук, и заведующую отделом этнолингвистики и фольклора Института славяноведения. Спасибо. Здравствуйте, дорогие друзья и коллеги. Я очень рада побывать на вашей знаменитой школе сербистики и благодарна Екатерине Ивановне за любезное приглашение выступить перед вами. У вас тут в основном звучат высоконаучные, серьезные лекции по разным проблемам сербского языка и сербской истории. А я собираюсь вам показывать картинки и рассказывать, да, чтобы вам было не скучно, и рассказывать разные семейные истории. Но надеюсь, что из них вам станет понятно, кто такие сербские толстые, почему они так называются, и что им удалось сделать, какой вклад внести в изучение сербского языка, сербской литературы, истории сербского языка и сербской культуры. Ну вот, прежде всего, я буду говорить Собственно, у меня будет два основных героя. Это Илья Ильич Толстой и Никита Ильич Толстой, его сын. А если у меня останется время, я постараюсь, чтобы у меня на это осталось время, то я хотела бы в рамках вашей темы этой школы сербистики немного сказать о том, какие у нас есть источники для изучения не только языка, но и народной традиции Косово и Метохии. Постараюсь, чтобы, сейчас 35 минут, когда Екатерина Ивановна должна кончить. Можно мне как-то понять? Через час, Светлана Михайловна, у нас большой перерыв запланирован через час. Через час вполне у нас есть. Я постараюсь. Хорошо. Таким образом. Вот вам портрет Ильи Ильича Толстого, нашего первого героя. И каждый в нашей стране, кто начинает изучать сербский язык, или вообще имеет дело с сербским языком, или как еще недавно мы его называли сербско-хорватским языком, и не только мы, но и в Сербии так его называют, каждый прежде всего берет в руки словарь сербско-хорватско-русский, составленный Ильей Ильичем. Этот словарь, что тут видно? Все-таки как-то видно. Этот словарь был издан впервые в 1957 году и с тех пор выдержал много изданий. Последние, может быть, не последние, но из того, что я видела, это, по-моему, в 2012 году он был издан даже в 2 томах. Вот здесь, у нас где-то дома, конечно, есть и первое издание, но мне не удалось сейчас его быстро найти. Это второе издание, которое уже немножко отличается от первого. Это третье издание 70-го года. А это я не знаю, какое издание, тут я не отметила, но во всяком случае таких изданий было много. В предисловии к этому изданию Илья Ильич объясняет или рассказывает о тех источниках, на которые он опирался, создавая свой словарь. Дело в том, что до этого словаря существовали еще даже до революции некоторые словари сербского языка, но они были в основном построены на базе словаря Караджича. Вы понимаете, словарь Караджича вышел в 1818 году. И, конечно, с тех пор до конца XIX века сербский язык изменился очень сильно, и поэтому те небольшие словари, которые были доступны в нашей стране до середины XX века, они, конечно, не годились для того, чтобы готовить профессиональных сербистов и для того, чтобы переводчики могли полноценно этим пользоваться. Поэтому Илья Ильич создал этот словарь. И это его главный вклад в то, что мы называем сербистикой. Но мы знаем, что считается, что вообще словари создают профессиональные люди, лексикографы,
специалисты, особенно сейчас, когда требования к словарям очень высокие, сейчас такие словари могут создавать только профессионалы, специалисты не просто по данному языку, но специалисты по лексикографии. Это целая наука. Но Илья Ильич Толстой вовсе и не был таким специалистом. Мы знаем и другие, и причем замечательные случаи, когда словари создавались совсем не профессионалами. Но достаточно вспомнить словарь Даля. Вы знаете, что Даль не был филологом, что Даль не был лингвистом. Он был врачом. Тем не менее, его словарь – это одна из вершин нашей отечественной лексикографии. И вот Илья Ильич Толстой тоже не был филологом. И как он пришел к тому, чтобы создать этот словарь, и вообще как выглядела его жизнь, я вам сейчас постараюсь кратко рассказать. Мне кажется, это очень важно. Когда мы берем в руки какую-то книгу, а особенно такую, как словарь, и пользуемся этой книгой чуть ли не каждый день, нам очень важно на самом деле представлять себе за это не просто произведение типографского искусства, так сказать, и продукции типографской, не просто печатную книгу. Нам важно понимать, кто создал эту книгу, какая личность стоит за этой книгой и как вообще эта книга создавалась. Вот поэтому я кратко расскажу о биографии Ильи Ильича. Вот начну с этой картинки замечательной. Если вы бывали в Ясной Поляне, то, может быть, вы узнаете вот этот уголок большой столовой. Тут, значит, основную часть этой столовой занимает большой стол, за которым собиралась толстовская семья на трапезе. А в углу, вот там, где бюст Льва Николаевича, стоял круглый стол и несколько диванчиков. И в этом месте семья очень часто собиралась, толстые и гости, собирались по вечерам, там читали, там беседовали, там играли в шахматы, Лев Николаевич очень любил. И много всего происходит. Софья Андреевна там могла что-то шить или чем-то еще заниматься. И вот в этом уголке Яснополянского зала и сделана эта фотография. На этой фотографии мы видим двух мальчиков и молодую девушку. Вот эти мальчики – это и есть сербские толстые. Слева Илья Ильич Толстой, а рядом, помоложе, его младший брат Владимир Ильич Толстой. А с ними рядом сидит их старшая сестра Анна Ильинична Толстая. Вот эти толстые, внуки Льва Николаевича, они назывались Ильичи, потому что они происходили от Ильи Львовича Толстого, второго сына Льва Николаевича. И сейчас я вам покажу эту семью. Значит, вот на одном портрете Илья Львович Толстой, второй сын Льва Николаевича. А на второй картинке семья Ильи Львовича, значит, он сам, справа его жена Софья Николаевна Философова, между ними это вот эта самая Анночка, Анна Ильинична, старшая дочь. Видите, она намного старше других детей. И рядом еще с правой стороны самый маленький, закутанный там во что-то, это Владимир Ильич, а справа с таком фартуке рабочим это Илья Ильич Толстой, а слева два их старших брата Андрей Ильич и Михаил Ильич. Тут это еще не вся семья на самом деле. То есть на этот год может быть и вся, когда делался снимок этот. А на самом деле потом еще была младшая дочь, младшая сестра Ильи Ильича, Вера Ильинична, и еще младший сын Кирюша, который рано в детстве умер. И вот, понимаете, если посмотреть на всех этих детей и мысленно, так сказать, прочертить их судьбы, то мы увидим как бы всю историю XX века. И
историю семьи Толстых. Вы знаете, что потомки Толстого разбросаны сейчас по всему миру, их уже несколько сотен. Еще недавно в Москве, и вернее в Ясной Поляне, устраивались такие съезды Толстых, куда съезжались представители потомков, семей потомков Толстых. И вот мы смотрим на эту фотографию семейную, и что мы видим? Илья Львович в 16 году, отец, значит, глава этой семьи, в 16 году уехал в Америку и прожил там до самой смерти, до 1934 года. Похоронен в Америке. Вот Анна Ильинична, вот это ее Никита Ильич звал тетя Анночка, и все вообще младшие Толстые так звали, их любимая тетка и старшая сестра Ильи Ильича и Владимира Ильича, единственная из Ильичей оставалась в России. Два брата, которые стоят слева, Андрей и Михаил, были участниками сначала мировой войны, а потом гражданской войны. И оба погибли в гражданской войне. Один на Перекопе, а другой умер от тифа во время гражданской войны. Вот эти, а младшие, значит, эти Ильичи, вот эти сербские Толстые, волею судьбы оказались в Сербии, прожили там больше 20 лет, и вот потому они называются сербскими Толстыми. Кстати, к сербским Толстым относится их младшая сестра Вера Ильинична, которая, в отличие от многих других, прожила очень большую жизнь. Она родилась в 1902 году, а умерла в 1999, пережив своих племянников и многих других представителей вот этой ветви Толстых. Таким образом, она прожила целый 20 век. Похоронена она в Америке, на Флориде, где она жила последние годы. И вот остается тут еще Софья Николаевна, жена Ильи Львовича. Софье Николаевне тоже досталась судьба нелегкая. Во время гражданской войны она вывезла, я потом подробнее немножко об этом расскажу, вывезла младших своих детей, потому что старшие были на фронте, вывезла своих младших детей в Сербию. Потом она получила, как многие представители русской иммиграции, получила от президента Чехословакии Масарика стипендию. То есть она, на самом деле, она получила это Вера Ильинична, как младшая и молодая такая девушка, получила стипендию для продолжения образования. Но Вера Ильинична попросила переделать эту стипендию в пенсию для матери. И таким образом Софья Николаевна получила эту пенсию, переехала в Прагу, жила в Праге и похоронена в Праге. Мы много раз были там в Праге на ее могиле. Потом немножко подробнее об этом расскажу. Так, теперь что же, вернемся к Илье Ильичу, который нас тут больше всего интересует. Вот это сначала я вам покажу вот эти два мальчика, которые сидели. Вот они в старости. Значит, между этими фотографиями пролегла вся их жизнь. Значит, слева на левой фотографии Илья Ильич, справа его младший брат Владимир Ильич. И вот они же сидят в музее Толстого под большой скульптурой Льва Николаевича. И вот так они выглядели в старости. Теперь Илья Ильич. Значит, Илья Ильич окончил морской корпус в Петербурге в 1916 году. И вот на этих фотографиях мы видим такого молодого морского офицера в соответствующей форме. Ему удалось вместе со своими товарищами по морскому корпусу еще совершить кругосветное плавание. Он плавал, в частности, на «Авроре». В последние годы жизни, незадолго до смерти, за несколько лет до смерти Ильи Ильича, его курс из морского этого самого корпуса собрался в Ленинграде именно на «Авроре». И вот сохранились эти фотографии. Видите, вот Илья Ильич седобородый в центре,
А тут, ну, тут есть несколько моряков современных этому времени, это 66-й год, и несколько однокашников Ильи Ильича по морскому корпусу. И вот между вот этими фотографиями молодого моряка и вот такого седобородого старца пролегла жизнь длиною 50 лет. Даже, ну, 50 лет, можно сказать. Жизнь и судьба полные очень многих событий и драматических событий часто. Значит, Илья Ильич когда началась революция и гражданская война, и оба его брата были на фронте в Белой армии, Илья Ильич тоже отправился в Белую армию. Но перед самым уходом на фронт он успел жениться. Он женился на сестре своего однокашника по морскому корпусу Ольге Михайловне Лопатиной, которая жила в Москве. Она была сиротой. Илья Ильич и Ольга Михайловна венчались в церкви, которая стояла на том месте, где сейчас находится Министерство иностранных дел. В 18 году, в то время, когда они венчались, церковь была уже закрыта. Но им удалось каким-то образом разыскать священника этой церкви. Тот потихоньку церковь открыл и их обвенчал. И чуть ли не в тот же день Илья Ильич уехал на фронт, оставив свою молодую жену на попечении своей матери. И после этого была очень и очень трудная жизнь. Илья Ильич пробрался сначала на Волгу, потом он оказался в разных частях Белой армии. Несколько раз он попадал в руки красных, а иногда и белых, которые считали его большевиком. И 3 раза, как он рассказывал, его выводили на расстрел. И судьба, тем не менее, оказалась к нему милостивой. Он остался жить и потом попал в эти части Белой армии, которые под руководством Колчака продвигались в Сибирь. Он был адъютантом Капеля. Это был известный такой военачальник Колчаковской армии. И вот постепенно Белая армия, как вы знаете просто из истории, отступала и отступала все дальше на восток. И вот в 19 году Илья Ильич вместе с частями Белой армии оказался в Омске. Тогда положение Белой армии было уже очень печальное. Красная армия теснила их все дальше и дальше, оттесняла на восток. Кроме того, господствовал и в Красной армии, и в Белой армии тиф. И Илья Ильич в конце осенью 19 года заболел тифом и оказался в Омске в госпитале. И вот интересно, что сохранились такие воспоминания одного русского офицера, которого звали Иосиф Ильин. Между прочим, это отец такой известный в свое время, но люди постарше это знают, а молодежь, наверное, уже нет, писательницы Натальи Иосифовны Ильиной, которая тоже была, значит, в эмиграции, в Харбине, в Китае, а потом вернулась в Россию и написала о харбинской эмиграции, о своем возвращении, написала роман. Он был очень известен и очень ярко описывает жизнь, и жизнь в эмиграции, и потом очень тяжкую судьбу тех, кто возвращался в Советскую Россию. И к тому же Наталья Иосифовна Ильина была впоследствии женой известного нашего лингвиста, вы тоже его наверняка имя знаете, Александра Александровича Реформатского, по учебнику которого мы все учимся введению в языкознание. Ну вот. И вот этот Иосиф Ильин, отец Натальи Иосифовны Ильиной, оставил дневник свой, записки. Они начинаются еще с
войны мировой с 14 года и доведены вот до 20-го, ну, фактически до 20-го года, до Карбина, куда была целый поток русских в основном военных, эмигрировал. И вот я хотела вам прочесть несколько выписок, несколько таких из его дневника. Сейчас я постараюсь их найти. Прошу прощения. Где он описывает прямо, если не найду, то я их перескажу, конечно, как-то. Я думаю, что найду. Сейчас, секундочку. Я вам тогда перескажу. Он описывает свое пребывание в Омске, куда он приехал, потому что там же, в этих тифозных бараках, лежала его жена. И где-то рядом, в городе Омске, были его дочери, маленькие совсем, в том числе и вот эта Наталья Осиповна. И он рассказывает о том, как из Омска эвакуировалась русская вот белая армия. Там присутствовали какие-то представители американского Красного Креста, которые, ну, поддерживали как бы русскую эту самую армию. И вот в октябре 19 года эти русские войска стали грузиться в такие эшелоны для отправки дальше на восток и потом в Харбин. Илья Ильич был среди тех больных тифом, кого решено было оставить как безнадежного. Поэтому в некоторых эмигрантских газетах в списках погибших русских офицеров числился этот мичман Толстой. А на самом деле, потом расскажу, как это, так сказать, воспринималось семьей. А на самом деле какая-то медсестра, сестра милосердия, которая ухаживала за ним, сжалилась над молодым таким мичманом, морячком, и все-таки взяла его в этот состав. Более того, его поместили в вагон, в котором находились некоторые такие офицеры и выздоравливающие от тифа. И в соседнем купе как раз была семья вот этого самого Ильина, Наталья Осиповна и ее сестра с матерью. А в соседнем купе был мичман Толстой, как вспоминает этот Иосиф Ильин. Вот он, значит, например, пишет, смотрите, 6 ноября вагон. Утром выехали. Весь вокзал загружен эшелонами. С каждым часом беспорядок, видимо, усиливается. Питаться приходится своими средствами. Толстой и жена получают стол вместе с персоналом госпиталя. Яйца, масло, консервы, консервированные фрукты. Хорошо, что жена оказалась служащей американского Красного Креста. Вот оказалось кстати. По очереди топим печку. Ночью, особенно это он едет в теплушках вместе со всеми остальными эвакуированными ранеными. По очереди топим печку. Ночью особенно скверно нижним, так как дует изо всех щелей, а мороз здоровенный, приходится все время подтапливать. Зато когда печка накалится, слышатся крики сверху, так как там становится нестерпимо жарко. 7 ноября. Вагон. Уже начали умирать. Один больной почками сегодня умер в одной из теплушек. Так как все вместе-то в теплушках этих, выздоровевший от возвратного типа заболевает сыпным и наоборот. 18 ноября. Вагон. Санитарный поезд американского Красного Креста – нечто ужасное. Никакого ухода совершенно. За 12 дней пути, что мы едем, ни разу не было медицинского обхода поезда. Пища отвратительная. В теплушках делается бог знает что. Сыпно-тифозные лежат бок о бок с больными возвратным и брюшным тифом. Тут же больные почками или с воспалением легких. Едем невероятно. Вот уже в пути больше 2 недель. Потом они приезжают в Красноярск, потом Иркутск, Верхнеудинск.
И, наконец, 3 февраля уже 2020 года, 5 часов дня, Харбин, вокзал. Вот и новая жизнь, что-то ждет нас. Действительно, Илья Ильич таким образом оказался в Харбине. Вот, по счастью, он выздоровел от тифа, и дальнейшая судьба его сложилась таким образом. В Харбине, конечно, было очень тяжело русской эмиграции, никакой не было ни работы, никаких ни денег, вообще ничего. Илья Ильич все время думал о том, как ему пробраться в Европу вообще, и он уже даже знал, что его семья находится в Сербии, и это было очень и очень трудно осуществить. Ему помогло то, что он был морским офицером, и поэтому он нанялся простым матросом на какой-то итальянский корабль. И благодаря этому сумел приплыть в Италию и потом дальше попасть в Сербию и разыскать свою семью. Теперь, что происходило, значит, здесь, в России? Вот, как я уже сказала, все старшие сыновья Ильи Львовича были на фронте, в Белой армии. Софья Николаевна, мать Ильи Ильича, с младшими детьми и с молодой невесткой в конце 19 года стали пробираться на юг, потеряв здесь, конечно, все, всякую возможность вообще существования. Их имение Мансурова было, не знаю, может быть, после этого, Марфа мне, может быть, подскажет, или нет, разграблено. Короче говоря, как все остальные русские беженцы, они ничего не имели, стали потихоньку продвигаться к югу, где были какие-то знакомые, и где все-таки была надежда попасть на один из кораблей, которые русских беженцев увозили в Европу. И в конце концов, проделав этот огромный несколько месяцев путь и потеряв на этом пути 2 сыновей, Андрея Ильича и Михаила Ильича, Софья Николаевна с этими детьми добралась в конце концов до Новороссийска, и там удалось сесть на один из кораблей, который их привез в Европу. И семья, то есть Софья Николаевна и Ольга Михайловна, жена Ильи Ильича, конечно, получили эти сообщения из газет о том, что Илья Ильич погиб. Но они этому не верили, и они ждали очень возвращения Ильи Ильича, и как-то очень надеялись, что он все-таки жив. И русская эмиграция была очень многочисленная, об этом очень много написано, вы можете прочитать это во множестве книг, которые вышли, и в Сербии особенно очень подробно описано все пути русской эмиграции, и у нас тоже, у нас в институте есть специалист по русской эмиграции в Сербии, и все эти книги доступны, и все это можно прочитать. Большая часть иммигрантов, этих беженцев русских, это были, конечно, военные. Военные вот этой Деникинской в основном, Деникинского, так сказать, Деникинской волны, которые прибывали в Югославию разными путями. Некоторые прибывали беженцы прибывали через Турцию и Болгарию, а большой довольно поток, потом уже было несколько таких потоков, и вот последний очень мощный поток беженцев прибывал на Адриатическое побережье, откуда специальная комиссия, созданная в Югославии, распределяла этих беженцев по разным городам и областям Югославии. Кто-то попал в Словению, кто-то в Хорватию, кто-то в Македонию, и память об этих русских в этих местах сохранилась и очень хорошо известна, описана, но большая часть русских беженцев, конечно, устремилась на восток и на северо-восток, то есть в православную Сербию. Это, конечно, было очень важно для них. Поэтому большая часть эмиграции сосредоточилась именно там, вокруг Белграда и в Воеводине, на севере и северо-востоке Сербии. И туда же попали и семья Толстых, то есть Софья Николаевна с детьми и невесткой,
оказались в маленьком сербском городке в Войводине, который назывался Сарбобран. Совсем крошечный городок. Мы лет 10 тому назад побывали в этом городке, увидели его и сфотографировались даже на указателе, который показывает этот Сарбобран. И там они какое-то время жили. Вы понимаете, что какова была жизнь вообще русских эмигрантов? Очень трудно было, хотя сербы встретили их необычайно гостеприимно. И самую главную поддержку им оказал тогдашний король Сербии, король Александр, который очень высоко ценил вообще связи Сербии с Россией и сделал максимум для того, чтобы русским беженцам можно было как-то жить в Сербии, устроиться, найти работу, учить детей и так далее. Но, к сожалению, король Александр был убит в 1934 году, и потом положение русских беженцев стало гораздо более трудным. Но вообще это был огромный поток, влился вообще в население, так сказать, Югославии. И сейчас об этом написано очень и очень много. Среди огромный такой вклад и в культуру, конечно, в культуру прежде всего Сербии внесли русские иммигранты, но очень ценились и очень большой вклад в развитие страны внесли русские инженеры, которые строили дороги, строили мосты, архитекторы русские. Огромное количество зданий в Белграде, например, и в других городах построено русскими архитекторами. Когда вы будете, и, может быть, будете на такой экскурсии по русскому Белграду, вы все это увидите и услышите. Короче говоря, вклад вот русской иммиграции, она и численно была очень большой. В одном только Белграде было несколько десятков тысяч русских беженцев. Ну вот, теперь, значит, как все-таки Илья Ильич соединился со своей семьей. Вот в этом маленьком городке Сарбобране жили Софья Николаевна со своими младшими детьми. И однажды утром она пошла на рынок. И в пролете улицы, где-то вдали, увидела человека в русской такой морской форме. Она бросилась к нему, чтобы узнать что-то о своем муже. И оказалось, что это был сам Илья Ильич, который разыскивал свою семью. Таким образом, таким просто, можно сказать, чудесным образом, они воссоединились, и началась их 23-летняя жизнь в Югославии. А потом они перебрались в город Воршац. Там, в этом городке Воршац, родился Никита Ильич Толстой, и семья, вот сейчас я вам покажу, вот этот город Воршац, такая старая фотография, мы там много раз бывали и хорошо представляем себе его. Чудный, уютный, маленький, ну такой австрийский, в общем, городок, в котором был свой театр, свой парк, в котором были прекрасные здания. Вот в этом маленьком городке, ну, там было всего 25 тысяч жителей. По теперешним представлениям это вообще почти не город, а, не знаю, какой-то поселок. Но там была школа, там был театр и так далее. И вот, значит, вот видите, вот эта молодая семья, этот маленький, это Никита Ильич, который родился в 23 году, вот в этом городе Воршац, с которым Ольга Михайловна, его мама, ходила гулять в этот Воршацкий парк. И тоже мы его посетили, и очень хорошо себе представили, как это все было в 20-е годы. И потом в этом же Воршце Никита Ильич пошел в школу начальную. И только когда, там была вот только начальная школа, и только когда открылась возможность переехать в Белград и дальше продолжать учебу в Белграде, они переехали в Белград. Об этом дальше расскажу дальше. А пока вот о чем. Просто о Никите Ильиче расскажу подробнее дальше. Вот это то, что вы видите, это, конечно, удивительные вещи. Это уже очень тяжелые годы войны.
в Югославии, которая началась там 6 апреля 1941 года, когда была первая бомбежка Белграда, когда не было, конечно, никакой работы и никаких вообще средств существования. До войны Илья Ильич все-таки умудрялся получать какую-то работу. Ну, например, сравнительно долгое время он занимался тем, что развозил по разным городкам и весям Югославии такие учебные фильмы. И эти поездки дали ему очень много, в том числе и для словаря, который он потом создавал. Потому что он знакомился с жизнью разных районов Югославии. Он слышал разные диалекты сербско-хорватского языка. И потом все это составило ту базу, которая ему была необходима для работы над словарем. Но когда началась война, все это, конечно, прекратилось. Никакой работы не было. Было очень голодно и очень трудно вообще продержаться. Поэтому Илья Ильич стал заниматься такими простыми ремесленными делами. Во-первых, он занимался ремонтом обуви и пошивкой обуви. Он это делать умел. Вы знаете, что это умел делать даже и Лев Николаевич Толстой. Во-вторых, они стали делать по заказу каких-то там, я не знаю, предприятий, вот такие игрушки и игрушечную мебель. Вот, по счастью, сохранились образцы этих предметов и продавали их. Это покупали, не знаю, для каких-то целей, кому-то это было нужно. И вот таким образом немножко зарабатывали на жизнь. Потом, когда стало в Белграде совсем плохо, пришлось переехать в Воеводину, в город Новый Бичей. Дело в том, что в этом городе жил брат Ильи Ильича, младший, вот этот Владимир Ильич, вот этот маленький, который там на фотографиях был. Потому что Владимир Ильич был агрономом. Ему удалось окончить биологический факультет или агрономический, не знаю, как он назывался, Белградского университета. Для того, чтобы поступить в Белградский университет, ему нужно было принять югославское подданство. И он принял его. В отличие от Ильи Ильича, который не принимал югославского подданства, как и многие другие русские беженцы, оставаясь вот такими людьми без гражданства, людьми с нансеновским паспортом, так называемым. Он не хотел принимать подданство Югославии, оставался русским беженцем. Ну вот теперь, значит, пришлось уехать в этот Новый Бичей, где был агрономом Владимир Ильич, где жилось вообще, как всегда, в деревне, в отличие от больших городов, во время войны жилось немножко легче, можно было как-то пропитаться. И там они дождались прихода Красной Армии. И вот здесь вот на этих фотографиях вы видите, вот на левой фотографии, да, значит, здесь внизу Илья Ильич и Владимир Ильич, а наверху Ольга Михайловна в центре и два красноармейца. А вот на правой большой фотографии тоже можно увидеть и Илью Ильича, нет, Илью Ильича я здесь не вижу, Владимира Ильича в центре и Ольгу Михайловну чуть выше и левее. И вот в таком большом, каком-то, в такой большой компании русских солдат, для которых толстые, ну и не только они, конечно, устраивали госпитали. И вообще они оказались, толстые, очень полезными для Красной Армии, потому что, во-первых, они знали русский язык, могли служить переводчиками. Во-вторых, у них были хорошие контакты с местным населением. И с их помощью Красной Армии удавалось вот эти контакты, ну, как-то устроиться в разных местах и потом организовать очень мощную в Новом Биче переправу через Тису, и дальше Красная Армия пошла в Венгрию и Австрию. А Никита Ильич, потом отдельно еще о нем расскажу,
в это время был в партизанских отрядах, но когда пришла Красная Армия, он тоже включился в эту общую работу по поддержке и помощи Красной Армии. И потом добровольно вступил в эту Красную Армию и вместе с ней ушел дальше. Об этом потом буду рассказывать. А вот это Илья Ильич, когда после возвращения в Москву. Значит, в 1945 году обе семьи, Ильи Ильича и Владимира Ильича, со своими детьми, кроме Никиты Ильича, который был на фронте, подали прошение на имя Сталина о возвращении в Россию. И им разрешили вернуться. И в 1945 году две семьи в товарном вагоне выехали из Белграда, долго очень ехали до Москвы и в конце концов оказались в Москве, где их встретила вот старшая сестра Анна Ильинична, которая никуда не выезжала из России и всю войну оставалась там и вообще в конце концов умерла в России. И вот Илья Ильич, что же ему делать? Он белый офицер, у него нет никакой такой профессии, которая в советской России могла бы пригодиться. Как жить, как вообще содержать свою семью? Но у него было хорошее знание сербского языка. Он был способным к языкам, он хорошо выучил за эти 20 с лишним лет сербский язык. И оказалось, что после войны это была очень востребованная профессия, потому что, как вы знаете, создавался такой лагерь, как он назывался, народной демократии, и нужны были специалисты, в основном там были славяне, и нужны были специалисты по разным славянским языкам. К тому же, тоже, или вы это знаете, или когда-нибудь узнаете, что славистика и все специалисты по славянским языкам, которые были в нашей стране, все это было разгромлено в 30-е годы, в годы репрессий. Почти никого не оставалось. И после войны, когда потребовались специалисты-слависты, пришлось заново все это восстанавливать. Но поскольку Илья Ильич не был дипломированным филологом, то его сначала взяли преподавать сербский язык в какую-то военную академию. Он некоторое время там преподавал. А потом все-таки его, наверное, Самуил Борисович Бернштейн, я думаю, устроил его в Московский государственный университет на кафедру славистики, которую он возглавлял, которая была воссоздана вот после 1945 года. Илья Ильич стал преподавать сербский язык, но все-таки для того, чтобы быть, так сказать, получить какой-то статус университетского преподавателя, ему нужно было защитить диссертацию. Вы понимаете, это трудно морскому офицеру защитить диссертацию по сербскому языку. И все-таки он нашел такую возможность, выбрав для своей диссертации тему фонетики. Дело в том, что в морском корпусе он изучал акустику. И эта область лингвистики, такая близкая к такой, значит, естественно-научной сфере, она ему помогла справиться с этой задачей. И он написал диссертацию и успешно ее защитил по фонетике сербско-хорватского языка. И потом преподавал ее. Вот здесь на этой фотографии, это замечательная фотография дома у Ильи Ильича на Большой Дорогомиловской. Еще вот это его ученики, выпускники 56-го года, но здесь может быть даже еще и не 50, ну, наверное, 56-й. И вы видите на первом плане, вероятно, знакомого вам человека. Это Владимир Павлович Гудков, любимый ученик Никиты Ильича, который впоследствии многие годы возглавлял кафедру славянских языков, славянской филологии на филологическом факультете МГУ. И вот видите, как развивается наука, как последовательно передаются эти знания, эти профессии, специальности. Вы учитесь у Екатерины Ивановны Якушкиной. Екатерина Ивановна училась у Владимира Павловича Гудкова. Владимир Павлович Гудков учился у Ильи Ильича Толстого. Вот эта фотография 1956 года. Эта фотография сделана тогда, когда еще словарь Ильи Ильича не вышел. Он выйдет только в 1957 году. Но работа над словарем, конечно, уже
велась и очень интенсивно. А пока, как было преподавать вообще, когда нет ничего? К тому же, вы наверняка знаете, что в 1948 году случился конфликт Советского Союза с Югославией, разрыв отношений с этой страной, и контакты стали почти невозможны, а как-то учить сербскому языку надо было. Илья Ильич каким-то удивительным образом, сейчас я вам покажу, доставал, не знаю уже как, какие-то вот такие маленькие книжечки. Пошлю вам, посмотрите просто. Некоторые сам переплетал. Вот там, например, одна книжка даже 40 какого-то года. И вот на этих книжечках учил своих студентов сербскому языку. Кроме того, у него был какой-то небольшой запас литературы, привезенной из Сербии, сербской литературы. И на этом он как-то строил свои занятия. И все-таки выучил большое число студентов, многие из которых потом стали известными и переводчиками, и преподавателями. И вот таким образом проходило это преподавание тогда. Кроме того, Илья Ильич в последние годы, вот здесь вы видите две фотографии справа, это Илья Ильич на даче в Вербилках. Просто чтобы вы увидели немножко и такой его облик. Он построил в Вербилках рядом со своим знакомым и коллегой дом, который вот стоит до сих пор, и с большим удовольствием его обустраивал на манер таких старых русских усадеб. А кроме того, Илья Ильич, так же как и Владимир Ильич, очень много занимались такими толстовскими делами, я бы сказала. Они активно участвовали в работе Толстовского музея и в Ясной Поляне, и Московского музея, и Хамовников. И кроме того, было очень много разного рода встреч с общественностью, со студентами, со школьниками, с военными. Сохранилось много фотографий, где Владимир Ильич и Илья Ильич читают какие-то лекции и делятся своими воспоминаниями о Льве Николаевиче, потому что когда умер Лев Николаевич, Илье Ильичу было уже 12 лет. Он, конечно, хорошо помнил, и у него сохранилось много таких живых воспоминаний. Так, я, по-моему, очень сильно выхожу. Сейчас я постараюсь о Никите Ильиче рассказать короче. И вот почему. Вы видите даты жизни Никиты Ильича. Значит, это он родился в 23-м году. Я вам показала, сейчас еще раз покажу эту фотографию, где ему там годик, и он со своими родителями. Никита Ильич потом стал академиком многих академий наук, не только нашей отечественной, но и очень многих, я не буду перечислять, и очень известным ученым-славистом. Видите, что он родился в 1923 году. То есть на следующий год мы будем отмечать 100-летие со дня его рождения. Мы собираемся провести большую конференцию в нашем институте, может быть, она будет проходить в Ясной Поляне. Делаем какие-то публикации, сборники и так далее. Собираемся даже поехать в Боршац, в городок, где он родился, и встретить точно столетие со дня его рождения именно в этот день. Ну вот, как в самых уже совсем коротких, вот этот опять я повторяю вам эту фотографию, где он, а вот Никита Ильич в Белграде. Когда они переехали в Белград, чтобы мальчик мог продолжать образование, вот здесь он слева в такой русской рубашечке. Никита Ильич сам оставил воспоминания, которые опубликованы были в «Живой старине» в 1997 году, через год после его смерти, где он об этом говорит, что старались русские беженцы как-то сохранять и русскую одежду, и русские обычаи. И его, как он вспоминает, до 5 лет не пускали гулять во двор с сербскими детьми, чтобы он как следует выучил русский язык. Но, тем не менее, он сербский язык, конечно, выучил прекрасно. Это был фактически его второй родной язык. А вот на второй фотографии он с отцом, с Ильей Ильичем, идет по одной из белградских улиц. Мне почему-то кажется, что это улица короля Александра, но не могу, конечно. Ну, как-то мне она видится так, может быть, и нет. Вот.
Теперь, значит, вот это две фотографии так называемого русского дома. Если вы были в Белграде, то вы, конечно, этот дом знаете. Вот это слева старая фотография русского дома. Этот русский дом был построен и открыт в 1934 году, 33 году, да? Ну, вдруг сказал, в 33 году. А до этого русские беженцы, дети русские, учились в сербских гимназиях. А потом, когда открылся этот русский дом, который назывался Русский дом имени императора Николая II, то там открылась русско-сербская гимназия. И Никита Ильич поступил уже в эту русскую сербскую гимназию и проучился в ней до самого конца, до выпуска, до матуры, как это называлось. А вот справа это фотография того же русского дома, современная, на улице Королевы Натальи. Так, теперь дальше. Вот я хочу сказать, что об этой русско-сербской гимназии существует огромная литература. Благодаря энтузиазму такого необыкновенного русского инженера, на самом деле, по образованию, Алексея Борисовича Арсеньев, простите, вылетают какие-то фамилии, Арсеньева, был собран колоссальный материал по всем русским беженцам Югославии. Причем этот Арсений Борисович, который живет в Новом Саде, слава богу, до сих пор здравствует, он сам-то родился после войны, в 1946 году. Но это второе поколение вот этой русской эмиграции. И он, несмотря на то, что был инженером, очень много работал по своей специальности, он с самого начала очень заинтересовался историей русских Югославий. И он начал с того, что он пошел на кладбище и стал переписывать с надгробий имена, а потом по разным документам восстанавливать все, что касается этих лиц, похороненных на кладбище. И так постепенно создалась целая огромная литература. Сейчас я уже невозможно, просто очень большая литература с необыкновенно точной документацией, касающейся всех русских, ну, практически всех русских беженцев. И вот эта книга, которую недавно нам дарили, в 2018 году она была издана, называется «Гимназия в лицах». Это 2 колоссальных тома по 1000 страниц, где собран материал обо всех, кто учился в этой русской гимназии. И обо всех учителях, и даже обо всех работниках вообще этой гимназии. Там была в этой гимназии прекрасная библиотека. И вообще это было не просто была гимназия, это был такой культурный центр, и потом он и стал таким русским культурным центром. Второй такой важный, так сказать, важным центром вторым в Белграде культурно была, конечно, русская церковь. Вот эта маленькая русская церковь, опять же, если вы бывали или будете в Белграде, вы, конечно, ее увидите. И в этой церкви, когда Никита Ильич учился в гимназии, священником был отец Виталий Тарасев, который одновременно в их гимназии читал и вел курс закона Божьего. Гимназисты очень любили его. А с этой семьей Тарасьевых Никита Ильич сохранил связь до конца своей жизни, и мы до сих пор с этой семьей сохраняем связь. Потом я вам покажу еще одну маленькую фотографию. Теперь вот а вот это почему мешает? А нам бы хотелось это убрать. Нельзя? Вот это важная фотография, можно убрать. Значит, вот в чем дело. Да, давайте уберем, потому что это важная фотография. Значит, Никита Ильич кончил гимназию в 1941 году. То есть тогда, когда в Белграде уже были немцы. Он сдал матуру. И, конечно, а вот здесь вот этот выпуск 1941 года с преподавателями. И тут есть тоже Никита Ильич в самом верхнем ряду слева. Можете его узнать. Конечно, в условиях войны, полной разрухи, бомбежек, о том, чтобы продолжать образование, не могло быть и речи. Но надо было как-то жить. И Никита Ильич пошел работать на разборе завалов от разбомбленных домов. И вот он тут вот в таком виде рабочего. Просто таскал кирпичи на верхние этажи, и каменщики как-то восстанавливали эти разрушенные дома.
Но потом, как я вам рассказывала, когда Красная Армия пришла в Новый Бичей, вообще в Югославию, освободила, пришла в Новый Бичей, Никита Ильич записался добровольцем в Красную Армию, и вот он просто был рядовым и пошел дальше с этой армией в Венгрию и в Австрию. Там, кстати, были очень тяжелые бои и на озере Балатон, и за Будапешт, и за Вену. И это был самый конец войны, но тем не менее бои были очень тяжелые. И опять как сохранила нам Никиту Ильича, и он оказался, когда объявили об окончании войны в мае 1945 года, он оказался где-то на севере Австрии, в каком-то маленьком городке, со своей частью воинской. Он не мог переписываться со своими родителями. Он был солдат Красной Армии. Как вы знаете, из Красной Армии писать куда-то за границу было невозможно. Поэтому он ничего о них не знал. И родители о нем ничего не знали. И тогда он придумал, Никита Ильич, что он может написать в Москву своей вот тете Анночке, то есть вот этой Анне Ильиничне, старшей сестре Ильи Ильича, которая оставалась в Москве. И он написал очень просто такой треугольничек солдатский. Написал «Москва, Хамовники, Анне Ильиничне Толстой». Не очень надеясь, что это письмо дойдет. Оно дошло. И завязалась большая переписка. И, по счастью, эта переписка сохранилась. И несколько лет тому назад наша дочь, моя младшая дочь Фёкла, нашла в архиве музея Толстого, нашла эту переписку. И мы их как-то сканировали, даже некоторые письма издали. И началась эта активная переписка с этой тетей Анночкой. И Никита Ильич ей писал о том, как война кончилась, поэтому он не писал о том, как ему трудно вот после войны, как ему хотелось учиться, как все, так сказать, рухнули все его планы. Но при этом он очень много читал, очень хорошо разбирался во всех, так сказать, и не только в политических событиях и каких-то общественных, но и культурных событиях, которые происходили в России и в Югославии. И вот эта тетя Анечка стала ему посылать на фронт литературную газету. И Никита Ильич откликался на эти посылки и на эти публикации в литературной газете, обсуждал там какие-то стихи разных поэтов. Надо сказать, что он вообще очень любил стихи, и даже во время войны он носил в своем военном ранце несколько тоненьких стихов русских поэтов. Особенно любил Гумилева. Так, надо скорее кончать. Вот Никита Ильич в конце концов получил разрешение. Значит, его родители в 1945 году уехали в Россию, а он непонятно как мог попасть в Россию. Потому что, с одной стороны, он был солдатом Красной Армии, а с другой стороны, он был иностранцем, беженцем, у него не было советского гражданства. И поэтому к нему благоволившие его командиры этих частей Красной Армии, они ему выдали на всякий случай две такие справки. В одной справке было написано, что он солдат Красной Армии, и что он отправляется в командировку в Белград для устройства личных дел. А на другой, значит, было написано, что не знаю, что было написано, что он демобилизован, совершенно верно. Потому что тогда уже началась демобилизация. Вот. И Илья Ильич добрался не без приключений до Белграда. В Белграде он встретился с русскими войсками, с русской уже такой комендатурой. И, между прочим, среди русских военных был один будущий сотрудник нашего института, Владимир Владимирович Зеленин, с которым они тогда в Белграде встретились. Никита Ильич, конечно, еще и думать не думал о том, что он сам будет как-то связан с этим институтом и со славистикой. Он прилетел в Москву и поступил в Московский университет. Вопрос состоял в том, куда вообще ему поступать. Он очень вообще был склонен к истории, очень хотел заниматься историей. Но Илья Ильич ему сказал: ну подумай, какой историей ты будешь заниматься, и в каких условиях тебе придется заниматься этой историей. Всюду, значит, царит эта самая, непонятно какая история, и поэтому возьми лучше что-нибудь другое. Он очень любил литературу.
Илья Ильич ему говорит: зачем тебе идти на литературу? Литература вся идеологизована, и заниматься там тебе не дадут тем, чем ты хочешь. Иди лучше на язык. Ну хорошо, язык, но язык сербский для него родной. И, конечно, идти на сербское отделение странно было бы. Хотя вот Самуил Борисович Бернштейн, его учитель, он говорил: Никита не знает сербского языка, потому что знание сербского языка – это знание его истории и географии, и диалектологии. Ну вот, и поэтому Никита Ильич пошел на болгарское отделение и окончил его. Потом много лет участвовал в экспедициях в Болгарии, в создании болгарского диалектного атласа и так далее. Но потом вот эти некоторые, это уже экспедиции, вот слева, совсем внизу, где он с собакой, нет, это все Полесье. Потом были экспедиции в Полесье, об этом не буду рассказывать, очень много всего написано. Поэтому и очень много еще будет. Но Никита Ильич вообще был славистом очень широкого профиля. Вот три тома его избранных трудов, первый только том вышел при его жизни, остальные уже после его смерти, они в основном охватывают тематику его работ. Я хочу, кстати, сказать, что все книги, которые я показываю сейчас и сейчас покажу еще дальше, они есть на сайте нашего института, так что если кому-то будет интересно, то вы сможете с этим ознакомиться. У него было несколько главных направлений. Одно направление, вот это называется славянская лексикология и семисиология, изучение лексики славянских языков. Другое было славянская литературно-языковая ситуация. Это изучение литературных языков, начиная со старославянского, по которому он писал кандидатскую диссертацию. И третье, это, в общем, сравнительная грамматика славянских языков. Дальше, вот последняя часть жизни Никиты Ильича была посвящена созданию вот этого такого этнолингвистического словаря славянские древности, который мы завершали уже, к сожалению, без него. 5 томов издано. Это, по сути дела, такая энциклопедия славянской духовной культуры, в которой очень большое место занимает сербский материал. Никита Ильич был необыкновенным таким книголюбом. Он собирал, вот Анна Аркадьевна тут сидит Плотникова, которая очень во многом пополнила его коллекцию ксероксов и разных книг сербских, которая училась в Белграде и привозила ему оттуда очень много изданий. Он сам во время аспирантуры каждую неделю обходил букинистические магазины и значит, покупал какие-то книги. Собрал колоссальную библиотеку. Когда после его смерти 7 тысяч томов из этой библиотеки мы передали в библиотеку Московской патриархии, вот тут под нами, то этого даже не было заметно. Все равно вся наша квартира и дача битком набиты книгами. Сейчас мы занимаемся тем, что стараемся их куда-то передать в библиотеку. Так, очень сокращая. Это вот краткий том «Славянская мифология», который мы вместе с сербским фольклористом Любинкой Раденковичем издали на основе нашей такой, у нас есть уже однотомная, которая называется «Славянская мифология». Вот это книги Никиты Ильича по истории структуры славянских литературных языков, а рядом книга на эту же тему, но немножко другого состава, изданная в Сербии. Вот эта книга, изданная в 1995 году в нише «Язык славянской культуры», которая собрала работы Никиты Ильича по сербской народной культуре, народной традиции. Очень, по-моему, интересно. Это то же самое, просто титульный лист. Вот его 2 книги, которые одна левая издана еще при жизни, называется «Язык и народная культура», другая «Очерки славянского язычества». Тут много разных сюжетов. Если кто-то из вас захочет когда-нибудь заниматься не только языком в таком узком смысле слова, прямо грамматикой, там, не знаю, лексикой или литературой, а захочет также познакомиться с традиционной народной культурой, сербской и вообще славянской, балканской, то вот в этих работах, в этих книгах Никиты Ильича Толстого очень много работ, которые в очень значительной степени используют именно сербский материал. Никита Ильич с 1968 года до самой своей смерти был преподавателем Московского университета. Он работал на кафедре русского языка,
но много тем и дипломных работ под его руководством выполнялось и по кафедре славянских языков. Вот тут просто сохранились такие, рукой Никиты Ильича написаны такие приглашения на семинар. Он много лет руководил семинаром, вот называется, значит, тут не написано, его семинар назывался «По сравнительной славянской лексикологии». И на самом деле тематика была гораздо шире, и вот он каждый раз вот такие делал, такие листовочки, такие пригласительные билетики, наклеивал их на доску объявлений в университете. И к нему приходили, значит, наши. Вот некоторые из них, ну, например, вот он сам делает доклад на одном семинаре. Вот Ольга Владиславовна Белова, наша теперешняя сотрудница. Вот Никита Ильич в своем кабинете. И вот справа фотография его последней дипломницы Наташи Китаевой, Наташи Замятина. И он с ними сфотографировался, ну, вы знаете, это место очень хорошо. Никита Ильич после того, как он приехал, так сказать, в Россию, долго очень не был в Югославии. Впервые он поехал, значит, в 1945 году, и почти через 20 лет, в 1964 году, он впервые поехал в Югославию. И вот здесь он пришел к своему дому, вот здесь фотография как раз 1964 года, слева. Он стоит у входа в свой дом, и эту фотографию сделал известный всем Дмитрий Сергеевич Лихачев, потому что он тогда тоже был в этой делегации, это были Внуковы Даны в Сербии тогда. И Дмитрий Сергеевич Лихачев первый раз был в Белграде, Никита Ильич его водил по Белграду, и вот подвел его к своему дому, и Дмитрий Сергеевич сделал эту фотографию. Ну и рядом тоже фотография с другой стороны дома. Вот на левой фотографии Никита Ильич в Сербии со своим любимым другом Андреем Витальевичем Тарасевым, который, слава богу, жив, и мы с ним поддерживаем очень тесные контакты. Такой профессор Белградского университета, но сейчас, конечно, уже на пенсии, и сын вот этого самого отца Виталия, который был священником русской церкви. А на правом снимки это последний раз Никита Ильич в Югославии. Это 95-й год, когда он организовал такую конференцию, которую, то есть, собственно, он не организовал, организовал Любин Караденкович. Вот он здесь рядом со мной на фотографии. Фольклорист известный такой, сербский, который называлась «Нижа митология Словена». И после этой конференции, которая состоялась сначала в Белграде, потом она была где она была? В Сокобане, потом еще где-то даже, в нескольких таких местах. А потом, когда она кончилась, мы с Никитой Ильичем еще поехали в Ниш, потому что в Нише как раз издали его книгу, которую я вам показывала, «Язык славянской культуры». И вот, значит, а это какой-то, значит, сербский коллега, который показывал нам, это монастырь Паганова в Сербии.